Салих Анварович Кама буендагы Ак кала төзелешен фотокамерага алган танылган шәһәрдәшләребезнең берсе. Салих Анварович, сез менә Чаллыга 1969 елда ук килдегез. Шул вакытта ук сез фотограф булам дип ышанып килдегезме Чаллыга? Нет, я после армии приехал сюда на стройку КамАЗа, но я кончил техникум по типу автоматики. Ну и по своей профессии работы не было. Пошел в редакцию газеты в КамГС «Энергострой» Комаркелова. Он был редактором газеты КамГС «Энергостроя». Она называлась сначала «Энергетика», а потом «Камские зори». И вот у него находясь, я поинтересовался, не нужен ли ему фотокорреспондент. Поскольку у меня своей профессии работы не было. И он это поинтересовавшись, что я умею, а я до этого немного фотографий посылал в газеты, и отправил меня в фотолабораторию КамГС «Энергострой» к Шешину Владимиру Васильевичу. Когда лаборатория у нас находилась в общежитии 4.1. Поговорив с Шешиным, я получил добро на работу у него. Он взял меня к себе. Сначала взял он меня, значит, лаборантом, научил кухне всей это. Мы же тогда сами проявляли, сами печатали, сами все делали своими руками. Тогда же не было этой техники. И сами это ретушировали. И он взял меня к себе лаборантом. Через полгода он стал меня посылать на фотосъемки. Тогда только стройка КамАЗа начиналась. И приходилось по этой стройке, по котлованам, болотных сапогах, по вышкам лазить, все это фотографировать. Каждый месяц мы отправляем отчет в Минэнерго в Москву. И вот так началась моя профессия фоторепортера. Работа очень интересная. Все время движение, все время встречи с новыми людьми, новые события. И был я молодой, энтузиазм, как говорится, зашкаливал. И вот так и получилось, что я начал работать. Мәскәүгә теге отчетлар җибәрүгез турында да бераз сөйләгез әле. Вертолетларда, самолетлардан төшергән ниләр турында, вакытлар турында. Да, вот все эти, знаете, съемки о состоянии строительства Камского завода мы сами печатали, собирали в альбомы. И эти 10 альбомов я брал в рюкзак, ехал в аэропорт и летел в Москву. И там в Минэнерго все эти отчеты я сдавал в технический отдел. И состояние строительства КамАЗа, так сказать, у них было зафиксировано. Сначала здесь строился предварительно Нижнекамская ГЭС, тоже в начальной стадии была в это время. И также было очень много строительных организаций, были бетонозаводы, там, в общем, все строительное, и техника всякая, которая убирала грунт, котлованы рыла. Вот, особенно мне понравилось это бригада Наурбиева, склеперисты. Они очень большой объем работы сделали. Ну и приходилось со всеми строительными бригадами встречаться, фотографировать их, отправлять, значит, все это и в газеты, и пресс-центр у нас был очень большой на гидростроителе. И все новые интересные события мы делали в больших форматах, где-то метровые фотографии, и вывешивали на этих, значит, стендах. Появились у нас, значит, я в основном курировала мероприятия культурные, большей частью, ну и мог поехать на любую стройку, на любое, значит, мероприятие. Был у нас такой Ушаков Дмитрий, который курировал спорт, туризм. Был у нас также знаменитейший Камиль Сидиков, который курировал все начальство. И он был вхож во все кабинеты, и к Беляеву в том числе. Так что жизнь была интересная. Николай Петрович Туганов куда идевал? Ну, Туганов Николай Петрович, это отдельная история. Он приехал в 1974 году. Мы с ним встречались на мероприятиях, он тоже все это фотографировал. Но он очень творческий человек. Он прямо, как сказать, был как пример. И вот недавно прошла его выставка, очень хорошая. Гульза Мухаметовна
все это рассказывала, приходили корреспонденты, все это снимали, рассказывали. Так что очень уважаю этого человека, мы с ним близко познакомились в последние годы. В основном нас соединило наше хобби, мы рыбаки. Вот. И мы с ним вместе ездили на рыбалку, обсуждали все фотоновости. В общем, очень хороший человек. Салихан Варш, мне на этой фотографии вы с коллегами немножко расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, этот момент, значит, когда перекрытие Камы, здесь группа фотографов и киносъемочная группа Камгасэнергостроя. И вот после съемок этих мы вместе собрались и сделали где-то памятные фото, все, кто сфотографировал эти мероприятия. Много было интересно сказать, как на Нижнекамской ГЭС, тоже там и перекрытие, открытие моста через Каму. И очень много интересных событий проходило. А меня вертолет приземлился. Это где? Это... Ну, данный снимок сделан, значит, очень много съемок пришлось сделать с воздуха. Реже с самолета, больше с вертолета. Нас, значит, цепями за пояс прицепляли, снимали дверь вертолета, прицепляли нас страховочным тросом, ноги свесишь и, надев наушники, говоришь пилоту, что вот над этим объектом надо зависнуть, надо облететь его с левой стороны, надо облететь его с правой стороны. И вот перед тем, как лететь, мы, значит, собрались и сфотографировались. Это район старого автовокзала, старого аэропорта, который сейчас Замелекесье называется. Там сейчас уже стройка, там уже ничего нету. Но было такое время, когда там был автовокзал и аэропорт старый. А вот это вот фотографии, да, вы тоже с деятелями молодые? Ну, такие, да? поскольку я, значит, вроде курировал все, значит, такие артистические группы, ДК-энергетик. Ну вот была у нас, значит, группа «Ритм», танцевальная группа «Ритм», куда в том числе и мой сын ходил, и я с ними постоянно на ихние выезжал выступления, и в Казань мы ездили на телевидение, где они выступали. Очень популярная была группа, ну она и сейчас, но она немного изменилась, конечно. Вот недавно было 45 лет группе, значит, «Ритм». ДК «Энергетика» это все проходило. Но сейчас там все новые уже, поэтому все, кто здесь сфотографирован, сейчас около 60 лет уже. Они энтузиасты. У них своя группа есть в интернете. И вот, они общаются, у них свой чат. А вот эти родители, Да. вы сами фотографировали? Да, это мои родители, папа и мама. Отец у меня ветеран войны, мама работала, значит, в торговле, ей вручили орден Красного Знамени. Ну, она из деревни, из большой семьи, многодетной. Поскольку семья была многодетной, все были трудяги, у них было 2 лошади, и их раскулачили. Забрали все, брали эту, она с самого детства, 13 лет работала. Потом она работала в колхозе, потом, приехав в Челны набережные, она кончила курс механизаторов, и довоенный и военный годы работала она механизатором, трактористом, комбайнером. И вот зимой им приходилось вручную на морозе перебирать двигатель, чтобы к лету техника была готова. Ну, это трудяга, очень такая прямо... Мама у меня очень уважаемая была в городе человеком. Вот ей вручили орден Красного Знамени. Вы очень любите рыбачить, Эми? Да. На рыбалку ездите сейчас? Регулярно мы ездим. Мгм. Регулярно едем и зимой, и летом. Так что хобби уже, как сказать, не бросишь. Я тоже до конца жизни. Природа, она вот удивительная. Она вот как бы насыщает энергией, добротой, красотой. Вот во время рыбалки приходится видеть и птиц, и лебедей, и вот красоту эту утреннюю особенно. К сожалению, вот не взял фотографию.
какие у меня есть природные фотографии по природе. Там. И на рыбалке тоже фотографируете, да? Ну, на рыбалке в основном, уж когда возьму в руки удочку, я про фотоаппарат забываю. У меня это уже болезнь, как говорится. На связи с коллегами? Да. Мы встречаемся изредка. Но с Колей Туганов у нас особые отношения, поэтому мы с ним чаще встречаемся. Так что как-то нашли друг друга. В свое время, когда мы перемещались из одной лаборатории в другую, был потерян чемодан негативов. Не фотографии, а черно-белые негативы. И каким-то образом, через много лет, этот чемодан был найден и принесен в Камские зори в редакцию. А там подписаны конверты, что фотографии такие-такие. Я пришел, посмотрел, да, говорю, это мое. Это вся история строительства. Там и бригады строительные были, там и мероприятия были. Ну, в общем, вот таким образом, сделав круг, как бумеранг, чемодан вернулся. И потом я его передал в музей КамГС Энергостроя.